Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Иван Лазаренко. Патриотическое и творческое воспитание подрастающего поколения в Нерюнгринском районе с каждым годом набирает обороты. Ярким примером тому большое количество молодежных общественных организаций, которые предлагают юным нерюнгринцам досуг на практически любой вкус. Одна из таких организаций была создана относительно недавно, но за время существования уже набрала очень большую популярность. И сегодня именно с ее председателем мы и поговорим. Она гость нашей программы, это Наталья Угарова, председатель местного отделения движения первых в Нерюнгринском районе. Наталья, приветствую. Добрый день, Иван. Очень рада встрече. Наверное, начнем с истории. Сначала, с момента создания. Когда появилось движение первых в Нерюнгринском районе и что этому способствовало? Но на самом деле вы можете нас поздравить, потому что чуть больше года назад, 19 апреля, местное отделение в Нерюнгринском районе начало свою работу. Так что мы вот буквально существуем год. Однако, если это речь идет о конкретно местном отделении, на самом деле идея движения первых, его создания принадлежит одной из участниц различных молодежных движений, Диане Красовской, которая на встрече с Владимиром Путиным, нашим президентом, озвучила именно предложение создания какого-то единого движения, направления для реализации детско-молодежной политики. И вот как раз местное отделение и результат большой работы, которая проведена на федеральном уровне. Мы являемся подотчетными региональному отделению Республики Саха-Якутия. В каждом районе Улуси нашей республики существует местное отделение. И вот уже год непосредственно сотрудники местного отделения ведут свою работу по внедрению федеральной концепции движения первых и развития ее проектов. Кто может стать участником движения и кто уже является его участником? Нужно сказать о том, что в принципе вся структура участников движения, она утверждена прежде всего федеральным законом о Всероссийском движении детей и молодежи. Это уникальный фактор, потому что это единственное движение, которое регламентируется федеральным законом. И наши участники — это, по сути дела, все, кто разделяет ценности и направления движения. Прежде всего, это учащиеся с 6 до 25 лет, то есть это и школьники, и студенты, которые могут реализовывать проекты движения, а также взрослые, которых мы называем наставниками. То есть, по сути дела, сюда входят и учителя в основном, потому что они работают непосредственно в поле с ребятами, со студентами, со школьниками. Это родители, которые подключаются, и у нас очень много возможностей именно родителям участвовать со своими детьми в проектах. А также есть такое понятие, как коллективные участники. Коллективные участники — это те самые некоммерческие учреждения, некоммерческие организации, которые могут тоже включиться в процессы движения. Вот такой вот спектр. То есть мы вас тоже приглашаем стать нашим наставником. Мы с удовольствием рассмотрим это приглашение. Если, вначале я сказал, что в принципе существует очень большое количество и общественных организаций, и некоммерческих организаций, движений всевозможных, которые предлагают различные, скажем так, варианты проведения времяпрепровождения для детей и молодежи. Чем движение первых уникально, чем оно отличается от других, и вообще о чем это движение? Вы правильно обозначили вопрос, именно поэтому и появился запрос молодых людей на объединение усилий всех некоммерческих организаций, которые существуют на данном этапе в Российской Федерации, потому что на самом деле очень много возможностей для
развития своих идей и так далее. И получается, что движение первых аккумулирует все направления, которые были бы интересны детям и молодежи. Ну, по сути дела, вот сейчас в движении существует 12 направлений, к которым существуют свои определенные флагманские проекты. И как раз вот я озвучила, да, что на съезде, на встрече с главой нашего государства эта проблема, ну, она может быть такая, не проблема даже, да, а вот эта реалия была озвучена о том, что много движений, давайте создадим одно цельное, большое, которое будет аккумулировать все возможности. Вот так, по сути, и случилось. Движение первых создано на съезде решением многих ведущих организаций по работе с детьми и молодежью. То есть, по сути дела, они стали ее учредителями. Например, такие организации, как Юнармия, как большой проект, который реализовывался в рамках деятельности Росмолодежи, это «Большая перемена». Ну и прошла, собственно, реорганизация движения, которое было известно и очень активно набирало обороты, российское движение школьников. Вот, то есть на данном этапе движение первых аккумулировало возможности этих направлений. Ну вот направлений 12. Чуть подробнее о них. Чем занимаются участники движения первых в этих направлениях? Ну, направлений, как я сказала, 12, и они в таком достаточно большом разбеге. Ну, естественно, одна из главных наших целей, и это воспитание действительно гражданина Российской Федерации в рамках определенных ценностей, которыми действительно Россия дорожит, которые являются принципиальными для каждого жителя нашей страны. И одно из важных направлений, и в него входят проекты, флагманские проекты, это, конечно, патриотизм, историческая память. Ну и дальше по списку это и ЗОЖ, и спорт, и волонтерство, как огромный блок работы с детьми и молодежью, ну и туризм, то есть и, естественно, творчество. То есть каждый молодой человек, у которого есть определенная интенция развивать себя в любом направлении, он может увидеть перспективу. И чем отличается история про реализацию проектов? Проекты проходят, собственно, реализацию в полях, то есть в местных отделениях. Здесь, в каждом городе, в каждом поселке нашей страны условия одинаковые, по сути дела, для того, чтобы принять участие в любом проекте. Затем идет уровень региональный, и уже побеждая на региональном уровне, молодой человек имеет возможность проявить себя уже на уровне всероссийском. То есть такая определенная цепочка, которая дает дополнительные возможности для самореализации в любом из направлений. Сейчас в движении на 2024 год заявлено 12 флагманских проектов по этим направлениям, и они образуют такую определенную, что ли, экосистему. То есть, например, движение «Юнаты первых», в них есть и календарь юнатских дел, и юнатские субботники, и конкурс для эколидеров, и для наставников, в том числе тех педагогов, которые работают с молодежью. Ну, то есть такая форма, которая объединяет направления и дает возможность реализоваться всем желающим. Ну вот, говоря о всех желающих, глава района неоднократно отмечал, что популярность движения первых с каждым днем в Нерюнгринском районе растет, все больше открывается первичных ячеек в различных учебных учреждениях. Сколько сейчас участников на текущий момент состоит в движении? Сейчас у нас открыто 27 первичных отделений. Это образовательные учреждения и вообще организации, где есть дети,
и молодежь в основном. Это и доп. Образование, это и индивидуальные предприниматели в образовательных своих структурах открывают первичные отделения. И сейчас у нас более 2000 участников движения, но это и учащиеся, собственно, и наставники, о которых я говорила. Но важно отметить, что сама возможность участия в проектах не делит молодежь и детей на наших и не наших, на тех, кто вступил в движение, и тех, кто нет. Все желающие, которые хотели бы принять участие в проекте, могут подать заявку. То есть это такая история про добровольность выбора. Ну и молодой человек сталкивается с возможностями, и потом он сам готов вступить в движение, влиться, чтобы понимать, каким образом он может себя реализовать в других направлениях. Здорово. Ну, о успехах, может быть, за время существования движения в нашем районе, что его участниками удалось, скажем так, сделать, чего достигнуть смогли, что реализовать. Например, в прошлом году, в самом начале практически деятельности местного отделения, наши две команды из Нерюнгринского колледжа и Южно-Якутского приняли участие на региональном этапе конкурса для студентов в рамках проявления компетенций. И одна из команд получила путевку, и уже студенты Нерюнгринского медицинского колледжа приняли участие во всероссийском этапе, который проходил в Нижнем Новгороде. А сейчас ребята у нас поехали на региональный этап одного тоже очень интересного проекта, который прошел переформатирование «Зорница 2.0». Например, наша команда сейчас участвует. Затем команды выезжали, очень интересный проект, который связан с реализацией спорта, физической культурой. Наши победители приняли участие на муниципальном этапе, где участвовало больше 20 команд со всех школ, и заняли призовые места тоже на региональном этапе. О будущем, о ближайших планах, какие новые проекты планируются в движении в этом году? За пробный период работы в 2023 году, безусловно, многие механизмы отточились. И по сравнению с прошлым годом мы вышли вот на тот формат, про который я уже говорила, про формат экосистем в рамках проектов. То есть проекты укрупняются, появляются разветвления, где, ну, скажем так, каждый участник может найти свое применение. На ближайшее время планы на лето. Прежде всего, мы планируем зайти в пришкольные лагеря и в лагеря отдыха детей, где будут проведены смены движения, где ребята будут узнавать о проектах, о возможностях участия, потому что некоторые проекты начнут свой старт с нового учебного года. По сути дела, сейчас многие проекты подходят к своему финалу, и мы двигаемся дальше. Поэтому сейчас наш важный блок – это донести до каждого молодого человека, ребенка, который остается в Нерюнгре, такую определенную возможность с нового учебного года начать новую интересную досуговую жизнь, в которой они могут развиваться. Ну что ж, огромное спасибо за такую интересную, увлекательную беседу, и желаю движению, безусловно, только развития и больше участников. Спасибо, присоединяйтесь к нам. Это мы обговорим отдельно. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». С вами был Иван Лазаренко. Всего доброго.